На Абаза ТВ время новостей, в студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Сухуме стартовал первый очный этап конкурса «Гостеприимная Абхазия». Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Знание лектор» прошла в Абхазском госуниверситете. В Абхазском драматическом театре состоялся первый показ фильма «Анна и король», дублированного на абхазский язык. Накануне 14 декабря в Абхазии был День памяти и скорби, 33-я годовщина Ладской трагедии, в результате которой во время грузино-абхазской войны в одночасье оборвалась жизнь 85 человек, в том числе 35 детей. В этот день, 33 года назад, российский вертолет Ми-8 с беженцами из Восточной Абхазии вылетел из блокированного войсками Госсовета Грузии города Тхварчал в направлении города Гудаута. Минут через 20 после взлета, а именно в 16:39 по Москве, по вертолету, пролетавшему над территорией Кадорского ущелья, контролируемого в то время войсками Госсовета Грузии, была выпущена ракета «Земля-воздух». Упав в горной местности, вертолет взорвался, ни один из пассажиров не выжил. Останки заживо сгоревших пассажиров и экипажа вертолета были похоронены в братской могиле в Гудауте. Президент Бадра Гунба обратился к соотечественникам в День памяти жертв Ладской трагедии. В обращении главы государства, в частности, отмечается: Ладская трагедия – это незаживающая рана в летописи Отечественной войны народа Абхазии, акт чудовищной жестокости, с которой мы столкнулись в борьбе за свою свободу и право на жизнь. Наш священный долг – сделать все, чтобы такое никогда больше не повторилось на нашей земле. Мы должны беречь нашу государственность и мир, за который была отдана столь высокая цена. Мы преклоняем головы в память о невинных жертвах и разделяем боль невосполнимой утраты с их родными и близкими. Вечная память. Конец цитаты. Руководители страны возложили цветы к памятнику жертвам Ладской трагедии в Гудауте. В траурной церемонии приняли участие президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Биквава, премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты парламента, члены правительства, ветераны войны, родственники погибших, школьники, жители всех районов республики. Президент Бадра Гунба после церемонии возложения цветов к памятнику жертвам Ладской трагедии посетил Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии имени Дбар. В музее представлена фотовыставка, посвященная жертвам Ладской трагедии. Выставка состоит из фрагментов вертолета, сбитого грузинскими войсками 14 декабря 1992 над селом Лата, а также архивных снимков. По словам директора музея Гугуцы Джикерба, представлено около 35 фотографий из более 100 имеющихся. Оставшиеся фотографии очень трагичные. Из уважения к чувствам родственников погибших, чтобы им не стало еще больнее, мы решили их не выставлять, уточнила она. Выставка продлится до конца декабря. В минувшую пятницу в Абхазской государственной филармонии прошло мероприятие, посвященное 80-летию со дня рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Арцинба, организатор администрация Сухумского района. Оно стало завершающим в цикле мероприятий, посвященных этой важной дате. Расширенный репортаж с вечера памяти смотрите после выпуска новостей. В новые регионы за последние 2 недели доставлены табачные изделия, генераторы, цитрусовые обогреватели, теплая зимняя одежда, БПЛА для бойцов, членов организации и подшефных детей, находящихся в зоне боевых действий. Организатор гуманитарного груза – международная общественная организация «Доброволец». Как сообщает руководитель единого штаба помощи Донбассу в Абхазии, председатель МОО «Доброволец» Вадим Мироненко, это не последний груз в 2025 году. Учредитель газеты «Абхазский вестник» Ахрас Мэр 11 декабря признан виновным по статье 41.20 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей административную ответственность за изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства Республики Абхазия. Судья Джения рассмотрела материал столичной прокуратуры в отсутствии обеих сторон. Сторона обвинения и подсудимый Смэр направили в суд письма с просьбой рассмотреть дело в их отсутствие, сообщили Аяшара в арбитражном суде. В действиях учредителя и генерального директора ООО «СДЛМ»
Смыр Ахры Викторовича арбитражный суд усмотрел нарушение законодательства Абхазии и назначил штраф в размере 800 МРОТ, 48 тысяч рублей. Данный штраф, пояснили Аяшера в пресс-службе арбитражного суда, Ахрасмыр уже оплатил. Гражданин Грузии задержан в Абхазии по факту незаконного пересечения государственной границы. 11 декабря Малхаз Зурабович Макацария, следуя из Грузии, пересек границу с Абхазией в районе села Хяцха Галского района, сообщает Генеральная прокуратура. На период предварительного следствия он заключен под стражу, ведется расследование. Решением суда Гудаутского района богателя Ираклий Нукзарович, находившийся в розыске за стрельбу из огнестрельного оружия 18 августа 2025 года на территории, прилегающей к Новоафонскому монастырю, заключен под стражу сроком на 1 месяц. Ранее богателя привлекался к уголовной ответственности в рамках резонансного преступления, связанного с его попыткой уничтожения многовековой кавказской липы на исторической поляне Лыхнашта в селе Лыхны Гудаутского района. Поиски мужчины, пропавшего в акватории Сухума, продолжаются. В них принимают участие российские волонтеры, рассказали «Спутник» в пресс-службе МЧС. В ведомстве уточнили, что они, услышав о случившемся, приехали в Абхазию со своим оборудованием и предложили свою помощь, так как у них есть опыт поисковой работы в воде. В поисковой операции также принимают участие сотрудники дивизиона пограничных катеров Погрануправления ФСБ России в Абхазии. Ранее сообщалось, что к поисковой операции МЧС подключились российские волонтеры с применением эхолота. В ней также был задействован вертолет Минобороны. По предварительной информации, пропавший Важа Заранди, экс-глава Совета министров Абхазии, бывший глава Галского района. Первый образовательный модуль для финалистов конкурса «Гостеприимная Абхазия» стартовал в Сухуме. В течение 3 дней 80 жителей республики, представившие лучшие проекты в сфере туризма, будут проходить тренинги и работать в командах над развитием своих проектов. В конце января пройдет второй образовательный модуль, после чего экспертный совет выберет победителей конкурса. Они получат по 1 миллиону рублей на реализацию своих проектов. Слово Надежде Боровиковой. 80 финалистов конкурса «Гостеприимная Абхазия» проходят первый образовательный модуль в Сухуме. Для участия в конкурсе нужно было написать проект с идеей чего-то инновационного или важного для развития туризма в Абхазии. Одна из участниц конкурса, Инара Бения, хочет создать в Сухуме первый центр гостеприимства. По своему роду это уникальный проект, потому что у нас в Абхазии пока центров гостеприимства не было. Он будет в себе сочетать много функций. Это будет место притяжения и коммуникации туристического сообщества, бизнес-сообщества, туристов, которые к нам приезжают из Российской Федерации, и наших граждан, которые интересуются туризмом. Это студенты, это непосредственно участники нашей жизни, потому что каждый житель Абхазии по-своему немного турагент и туроператор. Центр будет заниматься популяризацией туристической деятельности, созданием положительного имиджа об Абхазии, информацией о предоставлении туристских услуг, что у нас есть, созданием авторских туров, сопровождением каких-то бизнес-мероприятий. «Гостеприимная Абхазия» – это второй конкурс, который проводит автономная некоммерческая организация «Команда Абхазии». Он разработан на базе российского аналога, но с учетом культурных, исторических и географических особенностей Абхазии. Финалистов отбирали не только на основании поданных ими проектов, но и по итогам специального тестирования. Этап формирования заявочной кампании участники имели возможность проходить онлайн-курсы, после чего у них было тестирование, выявление метакомпетенции, также тестирование на общие знания. Это знания географии Абхазии, истории Абхазии, культуры Абхазии, потому что основным фактором развития туризма на территории Республики Абхазия является правильное понимание и возможность детально формировать туристический продукт. Не имеет значения, будь это в сфере гостеприимства или обобщенной сфере туризма. Именно поэтому такие тесты были разработаны, исходя из них. И также детальному изучению каждой проектной инициативы при помощи абхазской экспертной группы и российской экспертной группы у нас было выявлено 80 человек, которые попали в акселерацию проектных инициатив. Акселерация, иначе говоря, ускорение – это 3 дня работы над идеями и проектами конкурсантов. Это тренинги, работа в командах, обмен идеями и поиск точек взаимодействия между разными проектами, консультации
консультации с экспертами, а также 1 день на посещение аналогичных, уже реализованных в России проектов. За содержание образовательных модулей для участников конкурса «Гостеприимная Абхазия» отвечает мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Эта программа сильно отличается от классики, как мы понимаем, что какие-то лекции, да, или там что-то вот люди что-то изучают, да, абстрактное. У нас очень конкретный прикладной эффект есть. Внутри программы много уважаемых экспертов Республики Абхазия, тех людей, которые уже достигли результата и эффективности внутри республики. Есть люди, которые приехали с Российской Федерации. И все эти люди профессионалы, и они отбираются по принципу, что у них есть как бы чем поделиться. Да? То есть есть реальная практика, которая может быть полезна участникам проекта «Гостеприимная Абхазия», которые хотели бы делать свое дело. И в этой ситуации получается, что у нас 2 модуля образовательных. Первый модуль называется «От идеи до проекта». Он прямо сейчас проходит на территории республики. А второй модуль, который будет в начале следующего года, будет называться «От проекта до реализации». Вот. И получается, что те люди, которые пройдут этот путь, то есть постараются, сделают качественный проект с помощью экспертов, да, то есть найдут там какие-то идеи там новые, поддержку, смогут это кристаллизовать вот, конкретику, у них получится то, что ради чего они пришли. Сколько будет победителей в конкурсе «Гостеприимная Абхазия», пока неизвестно. Это зависит от работы конкурсантов в рамках образовательных модулей и того, насколько качественно им удастся доработать свои проекты. Авторы самых лучших идей получат финансовую поддержку. Гранты в размере 1 миллиона рублей на 1 проект. В этом проекте, насколько мне известно, побеждает человек и получает вот этот вот обещанный, определенный в каких-то рамках финансовый грант. А потом есть возможность при правильном, скажем, правильном создании продукта найти какие-то еще источники софинансирования. Да, мой центр гостеприимства может, конечно, и попасть в рамки 1 миллиона рублей, но, соответственно, чтобы, если делать его более всеобъемлющим, и, соответственно, тут уже зависит от того, как этот проект будет реализовываться, то будут необходимы какие-то еще дополнительные средства, которые я лично планирую найти за счет каких-то еще и других источников дохода, или, быть может, каких-то еще сопутствующих грантов, или, быть может, какой-либо там оказание помощи, какой-то государственной поддержки. То есть я пока точно не определилась с этим, все будет зависеть от прохождения моей работы и от итогов окончательного уже решения, что конкретно я буду делать и как это будет выглядеть, и где это будет расположено в том числе. Помимо стартового финансирования на реализацию проекта, победители конкурса «Гостеприимная Абхазия» получат экспертное и информационное сопровождение, а также предоставление знаковых локаций и льготные условия аренды объектов. Это значит, что лучшие проекты могут быть реализованы на ключевых туристических объектах Абхазии. Надежда Боровикова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Министерство здравоохранения республики приняло участие в акции благотворительного фонда «Керас» в преддверии Нового года. Асирхамтас – ежегодная акция, в рамках которой «Керас» раздает письма детей из малообеспеченных семей учреждениям и частным лицам, чтобы осуществить их желания. 15 декабря состоялась встреча министра культуры Абхазии Дауракова с представителями Российского общества знания, заместителем генерального директора Георгием Будным и директором представительства в Абхазии Рафаилом Самсония. Обсудили потенциал сотрудничества, обмен опытом и совместные образовательные проекты, выражая заинтересованность в долгосрочном партнерстве и предстоящем подписании соглашения в 2026 году. В рамках дальнейшей работы договорились детализировать направления сотрудничества и этапы реализации, отметил Даур Кове в своем телеграм-канале. В целом задача небольшого количества мероприятий, но мы все равно остаемся общественные организации. В названии именно общество знаний. Наши лекторы — это, по сути, наши союзники и партнеры наравне с организациями, ведомствами и так далее и тому подобное. Если проводятся просветительские мероприятия или есть какой-то план просветительских мероприятий, то мы бы хотели, чтобы мы могли интегрироваться, быть причастными к такому мероприятию с просьбой, что если это вот именно просветительского характера мероприятия, мы готовы этих людей делать и давать статус лектора общества знания.
Сейчас это тоже будет в Республике Абхазия трудно, на первый взгляд, ощутить. Все-таки первый год. Не так давно вы присутствуете здесь, в Абхазии, но за этот короткий промежуток времени уже, в принципе, есть результаты, которые видны, слышны и, можно сказать, ощутимы. Я, к большому своему сожалению, меня не было в стране, когда здесь проводился форум. Это было в стенах филармонии, но нас слышали. Что касается нашего возможного сотрудничества, мы не просто готовы, мы заинтересованы. Более того, то, что вы сейчас рассказали в сфере культуры, как у вас проходят мероприятия, я думаю, мы сможем быть полезными друг другу. Потому как вы правильно отметили, что проблемы, назовем их так, да, если мы уже говорим о культуре, они абсолютно схожи, что в России, что в Абхазии, то есть все сообщества культурных людей или людей в сфере культуры, они плюс-минус как бы сталкиваются с одними и теми же проблемами. Естественно, мы в 2026 году сможем провести не одно хорошее полезное мероприятие. Уверен, что так. Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Знание Лектор» прошла в Абхазском госуниверситете. В нем участвовали 16 просветителей из Абхазии. 10 человек стали победителями и получили наградной куб «Знание Лектор», а также технику для просветительской деятельности. Подробности у Марианны Котовой. Первая зарубежная церемония награждения от Общества знания прошла в Абхазском государственном университете. 16 преподавателей из Абхазии приняли участие в конкурсе «Знание Лектор». 10 из них победили. Это Линда Ампар, Игорь Басов, Аннета Бганба, Асида Гумба, Анна Гуния, Астан Дакиут, Ина Алтушба, Ефрем Хагба, Лиана Хашба и Инал Хамгоков. Для многих победа оказалась недостижимой. Например, математик Лиана Хашба до последнего не верила, что может оказаться среди лучших. Я вообще, честно говоря, не ожидала пройти, думала, не получится ничего. Но меня как-то на кафедре уговаривали, то есть поучаствовать, попробовать показать себя. Но я все-таки решилась на это. Мне очень понравилось выступление. Я была на конкурсе в России «Наука знания» на мероприятии, и меня это вдохновило. То есть именно попытка именно показать свои наработки для продвижения ребятам, скажем так. По словам педагога, преподавать математику сегодня довольно сложно. И она прекрасно понимает, почему так мало желающих идти работать в школу. Я отработала в школе 3 года. Вообще, на самом деле, современные дети просто немного тяжело воспринимают, наверное, математику. Математика преподается достаточно скучно и не используются современные технологии для детей. То есть без компьютерных технологий, без внедрения, то есть это, в принципе, на данный момент невозможно. Но, тем не менее, по ее словам, математика – это очень интересно и важно. Тем, кто понял эту науку, подвластно все. Математика – это язык природы, прежде всего. И, наверное, знаете, как те, кто, в принципе, в состоянии изучить математику, постичь ее, то есть они могут, так скажем, изучить абсолютно другое направление, абсолютно любое. То есть им возможно получить информацию, и они могут достичь успеха в любой сфере. «Знание Лектор» – проект Российского общества знания, способствующий развитию просветительской деятельности через выявление талантливых педагогов и создание возможностей для их профессионального роста в этой области. Многие из преподавателей занимаются изучением узких, но тем не менее важных направлений. Мы очень далеко отошли именно от традиционных особенностей абхазского танца. Больше мы наблюдаем сейчас введение в танцевальную лексику большого количества трюков. То есть у нас в первую очередь ориентир – это на зрелищность и, конечно же, ориентир на самого себя. В пляске мы это наблюдаем, все танцуют сами с собой, хотя должны танцевать в паре. Вот от этого как раз-таки мы отошли от важной особенности абхазского танца – это коммуникация. По словам Асиды Гумба, она еще до конца не осознала, что значит эта победа. Ко мне пока еще не пришло сознание того, что я держу этот куб в своих руках, но я думаю, к вечеру осознание придет, и уже тогда я смогу понять, что именно оно
изменит, что значит для меня. Каждый победитель получил наградной куб из черного мрамора. Как говорят победители, он очень тяжелый, почти такой же, как просветительская деятельность. Хотя, по словам одного из участников конкурса, Инала Хамгокова, работать с современными студентами очень даже интересно. Да, сегодня у нас цифровизация, новые технологии, гаджеты. Многие ругаются, что молодежь все время сидит в телефонах. Но, тем не менее, я, например, вижу для студента, во всяком случае, хороший инструментарий, который помогает им заниматься образованием, самообразовываться, то есть находить какие-то интересные вещи и в интернете, и в социальных сетях для того, чтобы пополнять свои знания. Потому что одни и те же технологии можно и в позитивном, и в негативном, конечно, ключе использовать. Конечно же, многие мои студенты, например, когда готовятся, скажем так, к каким-то лекциям, семинарам, я вижу, что они из интернета уже какие-то источники интересные находят и очень много интересного используют. Конкурсу «Знание лектор» 5 лет, и только в этом году возможность участвовать в нем получили абхазские просветители. По словам ректора АГУ Олега Угварамия, так в Абхазию возвращается общество знания. К нам возвращается общество знаний, которое уже предлагает очень хорошие планы и программы, и в том числе снабженные очень современными техническими средствами. Участвовать в конкурсе «Знание лектор» могут все, кто достиг совершеннолетия. Не обязательно иметь ученую степень и богатый педагогический стаж. Все, кто занимается просветительской деятельностью и готов делиться знаниями, может стать участником этого конкурса в следующем году. Марианна Котова, Инала Гухава, Абаза ТВ. Люди и даты. 15 декабря исполнилось 75 лет заслуженному работнику Высшей школы республики, лауреату государственной премии имени Дзидзария, кавалеру ордена Акцепша третьей степени, члену-корреспонденту Академии наук Абхазии, доктору философских наук, профессору Ивану Дорофеевичу Тарба. От имени ректората, профессорско-преподавательского состава, студентов и от себя лично ректор АГУ, академик Олег Угварамия поздравил юбиляра. В поздравительном адресе, в частности, говорится: «Вы человек, который своей многолетней и плодотворной деятельностью внес неоценимый вклад в становление и развитие философской науки и высшего образования в Республике Абхазия. Особого уважения заслуживает ваш подвиг в период Отечественной войны народа Абхазии. С первых же дней до ее окончания вы с оружием в руках стояли на защите Родины, за что награждены медалью за отвагу. Ваша трудовая деятельность в нашем национальном вузе началась с 1982 года. Прошли путь от преподавателя до заведующего кафедрой философии и культурологии АГУ, которую бессменно возглавляете 30 лет. Вы являетесь автором более 90 научных работ, в том числе 17 книг. На протяжении многих лет вы читаете аспирантам курс по истории, философии и науке, издав по этой дисциплине востребованный учебник. Ваши исследования пользуются заслуженным признанием в научном сообществе как в Абхазии, так и за ее пределами, а ваше имя по праву внесено в энциклопедию «Выдающиеся деятели науки и культуры современной России». Хочу особо отметить ваши заслуги в расширении международного научного сотрудничества. Вы стали первым, кто представил Абхазию на 24-м Всемирном философском конгрессе в Пекине. Конец цитаты. Президент Абхазии Бадра Гунпа подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия» за многолетнюю научно-педагогическую деятельность, подготовку квалифицированных специалистов, доктору философских наук, профессору, заведующему кафедрой философии и культурологии Абхазского госуниверситета Тарба Ивану Дорофеевичу. Интервью Алхаса Чхамалия с философом Иваном Дорофеевичем Тарба смотрите в нашем вечернем эфире. В Сухуми состоялся первый показ фильма «Анна и король», дублированного на абхазский язык. Премьера прошла в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба. Проект реализован при поддержке Государственного управления по государственной языковой политике. Работа над дубляжом длилась около 6 месяцев. Перевод сценария, адаптацию текста и подбор актеров выполнил народный артист Абхазии, режиссер Вячеслав Облотия. На премьере побывали и наши корреспонденты. Репортаж Заура Кварчи. «Анна и король» – историческая драма режиссера Энди Теннанта, основанная на романе американской писательницы Маргарет Лэндон «Анна и король Сиама».
Это история английской учительницы, которая во второй половине 19 века приезжает в Сиам, чтобы обучать детей короля Мангкута. Оскароносная картина 1999 года рассказывает о столкновении культур, уважении к традициям и поиске взаимопонимания между Востоком и Западом. Проект по дубляжу фильма реализован при поддержке Государственного управления по государственной языковой политике. Работа над переводами и озвучанием заняла около 6 месяцев. Организаторы отмечают, что при выборе картины важную роль сыграли ее художественная ценность и насыщенность диалогов. Мы очень давно работаем по этому направлению. У нас очень много фильмов и мультфильмов, переведенных на абхазский язык. Но, конечно, мы прежде всего выбираем классическое кино, одно из лучших произведений. Это очень важно. И выбираем там, где очень много диалогов, потому что наша цель на нашем абхазском языке донести другую культуру, классическую культуру, донести и показать, что на нашем языке возможно все. И этот фильм, мне кажется, один из самых успешных, можно так сказать. Перевод сценария, адаптацию текста под абхазскую речь и подбор актеров для озвучания выполнил народный артист Абхазии, режиссер Вячеслав Облотья. Для него это не первый подобный проект. Уже около 20 лет он занимается кинодубляжом и за это время перевел на абхазский язык порядка 400 художественных и анимационных фильмов. По словам режиссера, самой сложной частью работы стал именно перевод. Важно было сохранить смысл оригинала и при этом точно попасть в артикуляцию актеров на экране. Актер Чарпа Апшара Мариопа, актер Чамзеева Хамо Паяша Часпа, Харадзака Баржия, фильм Мачки Чгина Айтагара, Избанабзар, Яхапа Аурс Бесшаджа, Ажетячу, Агиапсурки Ходео, нас ере синонимы наало, Аже товаршара бабри артикуляции таршина, синхронный текст, юмс садхалы табри текст Айтагара нас ахоку рейташа кургулаша, избанабзар ажалами апхакунка аштака юрхан ирзелум кархалот. Особое внимание зрителей привлекли главные роли. Анна, образ которой в оригинальной версии воплотила Джоди Фостер, заговорила на абхазском языке голосом Амры Начкебе. Короля, сыгранного Чоу Юньфатом, озвучил Инал Барчан. В дубляже также приняли участие известные абхазские актеры театра и кино. Для Амры Начкебе эта работа стала первым опытом в дубляже. Актриса признается, что самым сложным было услышать и принять собственный голос, но именно этот опыт стал для нее важным профессиональным шагом. Работу мы озвучили достаточно быстро, было легко работать. Единственной загвоздкой, наверное, было для меня это принятие своего голоса, но как только я послушала режиссера, уже стало легче работать, и, в принципе, вот он доверился моему голосу, осталось довериться мне, своему голосу. Да, я думаю, если будут приглашения, то почему бы нет, тем более мне бы хотелось поэкспериментировать со своим голосом, потому что я помню, когда я еще училась в ВГИКе, всегда мой мастер по актерскому мастерству говорил, что я не драматическая актриса, а именно комедийная. И всегда давал мне какие-то комедийные роли, я всегда хотела играть какую-то там драму, медею. Он давал мне комедийные роли, и они действительно получались у меня лучше. Думаю, может быть, было бы интересно попробовать какую-то комедийную роль озвучить. После премьеры в Сухуми дублированную версию фильма планируют показать и в районах республики, а также разместить в открытом доступе в интернете. Организаторы уверены, что такие проекты помогают сохранять и развивать абхазский язык, делая его частью современного культурного пространства. Заур Кварча, Абаза ТВ.
19 и 20 декабря в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоится премьера спектакля «Эдит Пиаф» по пьесе современного драматурга Веры Сердечной. В Абхазии все готово к большой премьере, сообщает телеканал «Россия», программа «Вести Сочи» о спектакле «Эдит Пиаф». А в соседней Абхазии все готово к большой премьере в Сухумском Русдраме. На этой неделе покажут эксклюзивную постановку «Эдит Пиаф». Репетиции закончены. Спектакли 19 и 20 декабря. Драматург Вера Сердечная специально написала эту пьесу для театра имени Фазиля Искандера. Российский режиссер Александр Огарев ее поставил. Прозвучат в живом исполнении песни из репертуара Пиаф. Будут хореографические номера. И сквозь все это и будет слышен рассказ о жизни легенды французского шансона. Ее образ на сцене оживет благодаря Лаиде Тыргба, актрисе с феноменальными вокальными данными, как о ней говорят коллеги. Ну а брутальными супругами Пиаф станут Давид Цулукия и Ираклий Делба. Увидит публика и свою любимицу Наталью Папаскири и других. Мировая премьера в Сухуме в пятницу и субботу. О спорте. Абхазские спортсмены завоевали 4 медали на 11-м чемпионате мира по пауэрлифтингу. В соревнованиях, которые проходили в Москве, участвовали более 3000 спортсменов из 23 стран. Абхазию представляли 10 человек, сообщает Госкомспорт. Амина Кишария стала победительницей в силовом двоеборье, выполнив норматив мастера спорта. Давид Шанава в пауэрлифтинге без экипировки занял 2-е место в своей весовой категории и выполнил норматив 1-го спортивного разряда. Самад Чачхалия в этой же дисциплине также занял 2-е место в своей весовой категории и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Иван Хорошилов в пауэрлифтинге без экипировки завоевал 2-е место в своей весовой категории и выполнил норматив мастера спорта. 14 декабря при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту и Федерации шахмат Абхазии продолжился чемпионат республики по шахматам возрастной категории до 9 лет. На открытии турнира минутой молчания почтили память жертв Ладской трагедии. Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами. Вниманию автомобилистов, в связи с ремонтными работами 16 декабря во вторник в столице будет перекрыто движение на перекрестке улиц Басария и Агумава. Ориентировочное время перекрытия с 9 до 18 часов. Дорогу на Ауатхару от озера Рица закроют с вечера понедельника в связи со снегопадами и гололедом, рассказал радио «Спутник» директор Рицинского национального реликтового парка Адамар Богателли. Он уточнил, что в районе Ауатхары толщина снежного покрова уже достигла 25-30 сантиметров. По словам Богателли, снег на территории парка в этом году выпал с небольшим запозданием. Сегодня высота покрова там достигает около 5-7 сантиметров. Дорога к самому озеру расчищена и посыпана песком, но пропускают туда только автомобили на зимней резине. Сейчас о погоде. Во вторник, 16 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, дождь разной интенсивности и продолжительности. Местами возможен туман. В предгорьях и горах снег, атмосферное давление высокое, нестабильное. Ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до 5, днем от 3 до 8 градусов. Температура морской воды 14 градусов, волнение морской воды умеренное и значительное. Относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.